Как только стало известно о начале Великой Отечественной войны, многие студенты и преподаватели отправились на фронт защищать Родину. Северокавказский горно-металлургический институт открыл свои двери в 1931 году. На тот момент вуз назывался иначе – Орджоникидзевский институт цветных металлов. В 1941 году педагогический состав готовился отпраздновать десятилетие учебного заведения, но радость торжества сменилась на проводы преподавателей и студентов на фронт. 24 июня здесь, на территории, состоялся митинг. В результате, в ходе этого митинга было 58 записано в советскую армию. Это были и преподаватели, это были и студенты, и сотрудники. Капитана Соколова Африкана Федоровича зачислили в ряды Красной Армии в июле 1941 года. Он участвовал во многих сражениях. Во время защиты Сталинграда проявил особую храбрость, за что был награжден орденами Отечественной войны второй степени и Красная Звезда. Артиллерийский полк Африкана Федоровича одним из первых открыл огонь по логову фашизма – Берлину. Герой Советского Союза Шилов Сергей Андреевич, командир батареи артиллерийского дивизиона 34-й гвардейской мотострелковой бригады. Особо отличился в боях в ходе Висло-Одерской наступительной операции в январе 1945 года. Был награжден орденами Красной Звезды, Ленина, медалью Золотой Звезды. Во время войны вуз эвакуировали на Урал, студенты обучались там чуть больше года. На территории был расположен военный госпиталь, где лечили раненых солдат. В 1944 году учебное заведение перевели обратно. В 1975 году открыли мемориал славы погибшим во время Второй мировой войны. Это была молодежная стройка, то есть деньги, которые пошли на эту стройку, студенты сами заработали в колхозах. И также один день свою трудовую зарплату выделили сотрудники вуза. Но самое интересное то, что инициативу проявил электромеханический факультет. В стенах тогда еще Орджоникидзевского института цветных металлов была создана 10-я гвардейская стрелковая бригада, отважно сражавшаяся за Кавказ под командованием генерала-майора Бушева Сергея Михайловича. Наши профессорско-преподавательский состав выполнял научные работы, которые помогали фронту. Разрабатывались какие-то новые новое что-то, которое использовались в ходе Второй мировой войны. У нас был товарищ, работал, правда, на военной кафедре, это Семенюк Павел Петрович. Он участник легендарного парада Победы 7 ноября 1941 года. У нас работал начальником учебного отдела, тоже легендарная личность, участник 2 парадов Победы 24 июня 1945 года и 1985 года. Это Карсанов Чермен Джорович. В 2004 году на территории СК ГМИ был открыт музей. Здесь бережно хранится все, что связано с событиями Великой Отечественной войны. Это бесценная память для всех студентов и преподавателей вуза. Студенты и преподаватели Северо-Осетинского государственного университета имени Костали Ивановича Хитагурова проявили героизм и отвагу в годы Великой Отечественной войны. Более 600 человек ушли на фронт – преподаватели, студенты, аспиранты. Мы знаем, что именно в это время проходили выпускные балы в школах, да, и со школьной скамьи уходили ребята на фронт. А для вузов это время государственных экзаменов. Это то время, когда закончили уже свой курс обучения очень многие ребята и сдавали свой госэкзамен для того, чтобы получить, допустим, утром сдать госэкзамен, вечером получить свой диплом, а на утро следующего дня уйти на фронт. Доктор исторических наук Шотаев Наурус Фадеевич дошел до Берлина. На стене Рейхстага запечатлел свою фамилию. Вернулся домой с огромным количеством орденов и наград. 2 ордена Отечественной войны 1 и 2 степеней, медалью за взятие Берлина и другие. Продолжил свою преподавательскую деятельность на историческом факультете.
Яков Михайлович Стручков, да, который вернулся награжденный такими орденами, как 2 ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны, медалями за отвагу, медаль за освобождение Ленинграда, медаль за взятие Кёнигсберга, медаль за взятие Берлина. История о фронтовом братстве, которое привело его как раз в стены нашего замечательного вуза, Северо-Осетинского государственного университета, привела его дорога сюда в 1948 году. Именно в 1948 году демобилизовался молодой человек. Об этом факте счастливом он сообщает своим однополчанам. Еще раз повторюсь, братство воинское, конечно, ни с чем не сравнимо. Ближайшие его однополчане-друзья, они проживали здесь, в Северной Осетии. И вот 5 его друзей, они его пригласили к себе. Молодой человек решает остаться в Северной Осетии. В 1948 году поступает на исторический факультет Северо-Осетинского государственного педагогического института. Заканчивает его с отличием в 1953 году. Много лет трудился на кафедре древнего мира и средних веков. Также совершали подвиги. И известен подвиг, например, студента на тот момент Виктора Беслановича Гобеева, который участвовал в Великой Отечественной войне, ушел, как я уже сказала, со студенческой скамьи, приостановил свое обучение. Виктор Бесланович Гобеев, который вернулся, потому что во время выполнения боевой задачи он был ранен, он лишился руки, и вернулся сюда и продолжил свое образование, и затем становится тоже замечательным преподавателем. В 1942 году вуз эвакуировали в Южную Осетию, в Сталинире. В начале 1943 года весь состав вернулся на родину. Также в учебном заведении была организована локальная оборона. Из Горского государственного аграрного университета на фронт ушло около 400 человек. Это были и студенты, и преподаватели, многие добровольцами. Благодаря военной кафедре у всех была отличная военная подготовка. То небольшое количество, которое осталось из студентов и преподавателей, они продолжали некоторое время еще заниматься, но, как мы все знаем из истории, к осени 1942 года немцы подошли вплотную к городу. И город частично был эвакуирован, и в том числе и Горский сельскохозяйственный институт, были студенты и преподаватели эвакуированы в город Ереван. Но не все. Те, которые остались здесь, то они продолжали заниматься обороной города. Они строили оборонительные сооружения. Александр Владимирович Калоев разработал трансмиссию танка Т-34, награжден 3 орденами Красной Звезды и 2 орденами Отечественной войны. Харитон Хатагов участвовал в боях в Белоруссии, попал к партизанам, участвовал во взятии немецкого штаба и арестовал генерала Кубе. Это выходцы тогда еще Горского сельскохозяйственного института. 30 сотрудников были представлены к медали за оборону Кавказа. В стенах сельскохозяйственного факультета разместили 5 военно-эвакуационных госпиталей. Но когда враг подступил слишком близко, их решили переправить в более безопасные места. Немцы знали, какие объекты имеют стратегическое значение, и они город подвергали ковровым бомбардировкам. И отдельные снаряды целенаправленно они сбрасывали на крышу здания этого, и здание горело, пожар здесь случился небольшой. Когда вот вспоминают очевидцы того времени, они рассказывают такое, что у нас есть в музее раздел почвоведения, и о значимости говорит то, что у входа в этот раздел музея почвоведения стояли часовые. Кроме того, в стенах Горского сельскохозяйственного института трудился профессор Александр Петрович Окладнов. Он работал над созданием специальной медицинской сыворотки, которая способствовала свертыванию крови. И в условиях госпитальной хирургии, то есть когда у солдат от ранений бывают большие кровопотери,
то нужно было каким-то образом останавливать кровь, чтобы не умереть от потери крови. И вот эта сыворотка сыграла огромную роль для того, чтобы помогать остановке крови. И за эту разработку он был удостоен ордена Ленина. В Горском государственном аграрном университете трепетно хранят память об ушедших на фронт. Есть отдельный стенд с невернувшимися добровольцами. Каждую крупицу истории здесь хранят бережно. На фронт отправились и будущие врачи. В 1939 году открыли Северо-Осетинский медицинский институт. На лечебный факультет поступило 100 человек, но они окончили вуз досрочно, в 1943 году. Большинство из них отправились оказывать медицинскую помощь на полях сражений. Преподаватели такие, как Попов Константин Ксенофондович, Николай Александрович Гурциев и другие, они возглавили студенчество, и другие преподаватели, большинство было, и их направили в Моздок для сооружения окопов, для строительства заградительных сооружений. Так и была оказана очень большая помощь. Я назвал одну цифру. 242 человека были награждены медалью за оборону Кавказа. Хоранов Анзор Хатуевич окончил среднюю школу в Ордоне, затем поступил в Северо-Осетинский медицинский институт. Через 3 месяца учебы его призвали на фронт в ряды Красной Армии. Он прошел войну с первого до последнего дня. Кем он был? Он был, если можно так сказать, все горячие точки были. Но он был водителем в то время так называемой полуторки, и по Ладожскому озеру возил детям Ленинграда питание. Он мне рассказывал, что Сергей Яковлевич, хрупкий лед. Я смотрю, справа машина идет под лед, впереди идет под лед. Но Бог был на моей стороне, и я выжил эти годы, 900 дней блокады, и доставлял продукты питания блокадникам Ленинграда. Урусхан Татарканович Такулов, родом из Христиановского, нынешняя Дигара. Вот представьте, в 1937 году он поступает в военно-медицинскую академию имени Кирова в Ленинграде из Дигары. 1941 год заканчивается учеба. Нет госэкзаменов, мобилизуете их сразу на фронт. И вот Урусхан Татарканович все 900 дней был на передовой в качестве хирурга. Тяжелое положение было. Он неоднократно падал в обморок от нехватки питания. Его направляли в госпиталь, подкармливали, потом снова возвращали, и так несколько раз. Когда закончилась блокада Ленинграда, он дошел до Берлина и вернулся. Но диплома нет. Он вернулся уже не в Ленинград, а поехал на родину, в город Орджоникидзе, в Северо-Осетинский государственный мединститут. И 6-й курс проучился и получил диплом. Вот Царионов Борис Ибрагимович. Посмотрите, какой красивый человек, какой здоровый физик. Посмотрите на него. Весь в орденах и медалях. Борис Ибрагимович Царионов из Лискена. В 17 лет
22 июня 1941 года он выступал в клубе ВРЗ. И вдруг на сцену появляется какой-то военный человек, просит прекратить выступать и говорить: началась война. И мамы говорит своей, что я пойду на фронт. Я должен защитить тебя, мама. Я не хочу, чтобы немцы издевались над тобой. Она плачет. Тебя, говорит, никто не вызывает. Куда ты идешь? Ты пацан. Прошло 2 месяца. Он уговорил военкома и ушел на фронт. Он высокий, под 2 метра. Ну, такой худой был парень, но физически очень крепкий. Так же, как и многие вузы, Северо-Осетинскую медицинскую академию эвакуировали в Ереван. До конца 1943 года студенты обучались там, затем вернулись в Северную Осетию.